Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Давно меня не было на сайте. Извините, не было времени, как бы говорится, сделать ролик. И сегодня, как мне уже начали кидать фотки, чтобы я показала конкретную а, кокетку для таджикских платьев, так как уже сезон штапеля поплина начинается. У нас в Таджикистане уже тепло. И уже все начали шить для себя удобные платья из поплина. Вот такой, сейчас покажу. Вот такой вариант мне кинули, чтобы я создала кокетку. Хорошо видно? Вот такого варианта, чтобы я создала. Я это сделала и немножечко сделала изменения, и у меня получилась еще более интересная кокетка с вот таким вот рельефом. Можно сделать вот такую кокеточку. Вот. Но перед тем, как это все начать, хочу вам немножечко рассказать о том, чем же я занимаюсь помимо блогерства и помимо шитья. Я представитель компании Faberlic. Занимаюсь Faberlic'ом уже более 5 лет, можно сказать. И мне нравится. То есть ничего не продаем, просто приобретаем для себя, пользуемся, приглашаем друзей своих, родных, приглашаем даже незнакомых, создаем команду, и от товарооборота мы получаем свои проценты. Чему я очень рада, потому что для тех, кто сидят дома, для мамочек в декрете или для студентов, которым нужны деньги, ну, деньги, по-моему, никому не помешают, поэтому хочу вот вам напомнить, что в Фаберлике есть такая вот возможность зарабатывать огромные деньги. Только нужно желание, терпение и работать усердно, потому что, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. И что я хочу с этим сказать? Я вас всех приглашаю в свою команду, где я строю бизнес уже давно, знаю все тонкости этого бизнеса, обучу, доведу до дохода. И, кстати, ссылочку на свои мессенджеры я тоже оставлю под роликом, чтобы вы смогли со мной связаться для того, чтобы зарегистрироваться в Faberlic. Итак, начнем создавать нашу выкроечку. Круглую кокеточку вы уже все знаете. Как создавать у меня есть на канале. Ссылочку оставлю под роликом. Так что этот ролик у меня будет полно ссылок. Вот эту кокеточку я создавала давно. То есть, ну, в прошлом году. Она еще новая, неиспользованная, можно сказать. Я для пару своих кокеткой. Но нигде такую кокетку еще не видела, честно говоря. И решила вам его показать, как это все строить. Нам нужна только вот эта вот внутренняя часть, так как нижняя часть будет округленная, как вот эта вот наша часть круглая. Смотрите, полная длина нашего плеча, то есть от основания левого плеча к правой, 36 сантиметров. Нам нужно в половинном размере, то есть 18 сантиметров. Проводим линию на 18 сантиметров. Это у нас только вспомогательная линия, так что я обведу ее просто зеленой ручкой. Вот так вот. Надеюсь, видно. Далее. Наша горловина. Горловина в открытости у нас
во внутренней части 20 сантиметров. То есть в половинном это будет 10 сантиметров. Ставлю черточку на 10. У нас уже есть длина нашего плеча. Плечо спускаем на 1,5 сантиметра. И вот так вот проводим нашу линию плеча. От этой линии уже оформляем нашу пройму. Как всегда, я стандартно беру 13 сантиметров. Ставлю 13 и делаю линию. Нам нужно сейчас просто сам вот этот кокетка сама. И далее потом внутри будем оформлять. Глубина нашей кокетки 21 сантиметров. То есть берем от линии плеча до низа 21 сантиметр. Вот так вот. Наша кокеточка, ширина кокетки будет 5 сантиметров. Ставим на 5. И начинаем вот эту нижнюю часть оформлять. У меня есть такие вот лекала, линейки такие вот, очень удобные. Можно просто так вот обвести. Вот мы построили сам чертеж. Теперь, что нам нужно сделать? От линии плеча, так вот 14 сантиметров, ставим точку. И начинаем вот это вот делить. То есть от 14 доводим до 11, ставим черточку. От 11 до 8 ставим черточку. От 8 до 4 ставим черточку. И получается у нас вот такое вот деление. Сейчас выведу, чтобы вам было виднее. Вот черточка, точечка. И вот. Теперь от нашей первой точечки идем в сторону на 0,5 сантиметров. Возвращаемся на нашу черточку. К следующей идем теперь в правую сторону на 1 сантиметр. И также возвращаемся на вот эту вот стабильную точку. Вот так вот идем на эту точку. Теперь возвращаемся на вторую. Теперь от этой точки идем 1 сантиметр в правую сторону. Также вот эту вот линию, не прерывая, очень плавно доводим на наши первые сантиметры. Теперь от этой точки идем сюда, как мы поднимались на 1 сантиметр. И вот так вот доводим. И делаем немножечко острый конец. У нас получается вот такая вот форма. Теперь нижнюю идем от округления и начинаем плавно переходить вот к этой точке. Например, вот. Плавно поднимаясь, идем так вот. Такая вот внутренняя часть у нас получилась. Теперь оформляем нашу пройму, и этим наша кокетка будет готова. То есть все знают то, что делим равное 4,13 на 2. И тем самым, отходя внутрь на 0,5-1 сантиметра, так вот рисуем нашу пройму. Теперь вот эти все обводим, наши линии.
Линию плеча обводим. И смотрите, у нас получилась вот такая вот кокетка. Можно ее использовать как полностью. Я сейчас и это покажу. Если использовать только вот эту нашу кокетку, то в итоге у вас получится в открытом формате такая вот кокетка. Вот такая вот кокетка у вас получится. Я заранее все подготовила, чтобы было максимально удобно. Вот уже наша готовая кокеточка получается. То есть, видите, я просто соединила обычную нашу круглую кокетку и вот эту новую, которую мы создали. Смотрите, если использовать одновременно нашу круглую кокетку, которую мы создавали, и вот эту кокетку, которую мы создали сейчас, вот так вот использовать, то у нас получается совсем другая кокетка, то есть совсем другой вид. Это если вы хотите, чтобы вот это вот изменение моделирования было по левой стороне. Можно также сделать, но чтобы это было на правой стороне. Сейчас тоже покажу, у меня и такая есть. То есть я уже все подготовила. Вот. Если вы хотите, чтобы это было по правой стороне, вот это вот моделирование, я еще немножечко изменила сам вид этой кокетки. То есть, если вот эту верхнюю часть, видно хорошо, если вот эту верхнюю часть просто вот так вот округлить, то у нас получается вот такая вот кокеточка. Я это никогда не разрезаю. Почему? Потому что когда нам это надо, именно надо использовать, просто берете флизелин, клеящей стороной в нижнюю сторону, просто вот так вот вставляете и обводите ваши черты. Это очень удобно и сохраняется хорошо. Если развернуть, то получится то, что вот это вот моделированное место на левой стороне. Тут то же самое. Если вот так вот развернуть, то вот эта моделированная часть, новая кокетка, будет на левой стороне. Очень удобно. Вот, еще жму. Все внимательно посмотрите, как мы смоделировали вот эту часть кокетки, потому что круглая у нас уже есть, была в предыдущих роликах. Еще раз напомню про вот эту кокетку, то что если саму вот эту кокетку одну использовать в половинном виде, то когда вы раскрываете, у вас получится такая вот горловинка. Очень удобно. И все вот это шло именно с вот этой выкройки. Из нашей начальной пробной круглой. Смотрите внимательно. Вот такие вот моделирования происходят у нас при желании. Если у вас будут такие вот желания, чтобы я вам показала, как это все сшить, мастер-класс по собранию таких кокеток, то естественно, конечно же,
Я выполню такое ваше желание. Только пишите заранее. Всем спасибо за просмотр. Будьте с нами, подписывайтесь. И всем пока-пока.